Ассаламу алейкум и здравствуйте, уважаемые друзья! У нас очередной выпуск. Изучаем таджикский язык. Тема зарф. Наречие. Как всегда, лайк, подписаться, комментарий и поехали! Зарф, то есть наречие. Это слова, которые выражают, каким образом, как, когда, с какой целью, по какой причине происходит, совершается действие. Наречия в предложении связываются с другими словами путем примыкания, то есть с другими словами в изофетную связь не вступают, не имеют множественного числа. В большинстве случаев в предложении занимают место около глагола сказуемого. Давайте рассмотрим примеры. Онхо аз дарьё шаболна гузаштан. Они переправились через речку ночью. Шаболна – ночью. Онхо – они аз дарьё шаболна гузаштан. Переправились через речку ночью. Мо аз Москал дирезомате. Мы приехали из Москвы вчера. Дирус – вчера. Мо – мы. Аз Москал дирезомате. Приехали из Москвы вчера. Шумо агох меревет. Вы завтра поедете. Шумо – вы. Агох – завтра. Меревет – поедете. Шумо агох меревет. Вы завтра поедете. Мо ас-сафар дер меоем. Мы из поездки возвратимся поздно. Дер – поздно. Имсол тобистон хеле гар мешава. В этом году лето будет очень жарким. Хеле гар – очень жарким. Имсол – в этом году. Тобистон – лето. Хеле гар мешава – будет очень жарким. А теперь давайте повторим тему. Зарф, то есть наречие, это слова, которые выражают, каким образом, как, когда, с какой целью, по какой причине происходит, совершается действие. Наречия в предложении связываются с другими словами путем примыкания, то есть с другими словами в изофетную связь не вступают, не имеют множественного числа. В большинстве случаев в предложении занимают место около глагола сказуемого. Давайте рассмотрим примеры. Онхо аз дарьё шаболна гузаштан. Они переправились через речку ночью. Шаболна – ночью. Онхо – они. Аз дарьё шаболна гузаштан. Переправились через речку ночью. Мо аз Москал дирезомате. Мы приехали из Москвы вчера. Дирус – вчера. Мо – мы.
Аз Москал тирuz olmadım. Приехали из Москвы вчера. Шумо пагох меровит. Вы завтра поедете. Шумо вы пагох завтра меровит поедете. Шумо пагох меровит. Вы завтра поедете. Мо ас-сафар дермеуем. Мы из поездки возвратимся поздно. Дер поздно. Имсол тобистон хелегар мешава. В этом году лето будет очень жарким. Хелегар очень жарким. Имсол в этом году. Тобистон лето. Хелегар мешава будет очень жарким. Уважаемые друзья, вот такое вот небольшое вступление по теме зарф, наречие. В следующих выпусках мы, конечно же, продолжим эту тему. А пока удачи вам и берегите себя.